киностудией Алиса Дирилиш. Хандан знает об этом? Нет, дорогая. Если бы знала, вела бы себя так. Я не спрашивала у тебя про твое мнение. Я спросила, знает она или нет. То есть... не знает, наверное. Если знает, то какой это грех. Послушай, разве твоя жена не сестра Хандан? Да, они сестры, постоянно друг друга поддерживают. Хорошо, воспользуйся этим. Узнай, знает ли об этом Хандан. Конечно, узнаю. Если она знает, то, правда, пусть будет стыдно. Разве человек может быть вместе с тем, кто убил ее мужа, с которым она жила 25 лет? А кому мы будем доверять? Ради Аллаха. Поверить невозможно, человечность умерла. Правда, никто даже не думает об этом. Мне, правда, стало тошно. Когда узнаешь что-то, позвони Ильдарыму. Конечно, конечно, позвоню. Я кое-что вспомнил, забыл сказать. На прошлой неделе я вам отправил видео с котенком. Посмотрели? Правда, вы не ответили, но было очень смешно. Было так смешно. Если не видели, я могу повторно отправить. Если вы не любите это, то могу отправить другие видео. Всякие разные, если что. Хорошо, тогда сам буду выбирать. Это так приятно. Этот высокомерный, зная, что я твой парень, приготовил тебе ужин. А ты взяла и поела. Так, Есемин? Нет, это не так. Я звонила тебе, Ферит. Сколько раз звонила, но ты не ответил. Если бы знала, что это тебе не понравится, я бы не осталась. Но когда ты не отвечал на звонки... Если бы у него были хорошие намерения, он бы не проворачивал эти дела. Просит прощения, видите ли. Я ему покажу. Ферит, пожалуйста, не создавай проблем, пожалуйста. Есемин, пожалуйста, не останавливай. Он должен отчитаться передо мной. Ладно. Но пообещай не создавать проблем. Не вмешивайся, Есемин. Пусть расскажет и мне, в чем его проблема. Пойдем со мной. Ты посмотри. Разборки? Хорошо. И? В чем твоя проблема? Кроме твоих выходок? У меня нет проблем. Почему ты крутишься вокруг Есемин? Я, не желая этого, разбил ей сердце. Потом хотел попросить прощения. На этом все. На самом деле это нормально. Кажется, ты оценил этот этикет по-другому. Я не подумал. Держись подальше от Есемин. Или же, что? Устроишь здесь разборки? Я могу приготовить в любое время, в любом месте, кому захочу. Спрашивать у тебя не буду. Есемин, моя девушка! Ты не можешь готовить ей еду! Я не жил за границей и не знаю, как у вас там. Мы здесь сломаем руки тем, кто притронется к нашей девушке. Ферит? Что ты делаешь, Ферит? Ферит, что ты делаешь? Выйди на улицу. Ты в порядке? Нет проблем, в порядке. Немного кровоточит. Ферит. Идем со мной. Ферит, ты разбойник? Что это значит? Зачем ты его ударил? Я до этого его предупреждал. Он сам напросился и получил по заслугам. Ферит, что с тобой? Что происходит? Что с тобой? Вчера тебя посадили из-за драки в баре. Сегодня устроил драку в компании. Ферит, что ты делаешь? Что ты проживаешь? Давайте.
Подожди. Что происходит? Здесь есть осколки, чтобы он не поранился. Кто разбил эти стекла? Наверное, хулиганы. Что-то разбили и разбросали по парку осколки. Иди ко мне, сынок. Пусть Аллах их накажет. Что, если бы с моим сыном что-то случилось? Пойдем, сынок, уходим. Ясемин, так нельзя продолжать. Что так нельзя продолжать, Ферит? В тюрьме я думал об этом до утра. Мы должны решить это дело в корне. Что нам решить? Пожалуйста, объясни мне. Я ничего не понимаю. Мы сегодня придем просить твоей руки. Что вы сделаете? Я не говорю сразу сыграть свадьбу. Хотя бы узаконим отношения. Сегодня вечером мы придем с мамой. Ферит, не глупи. Что это такое? Зачем ты так спешишь? Нельзя так, не надо. Не приходите. К тому же, как я могу вам сказать прийти, не спросив у мамы? Ферит, что происходит? Что с тобой? Зачем ты спешишь? Что за паника? Что с тобой случилось? Скажи мне открыто. Ты любишь меня? Ферит, ты знаешь это? Все. Это самое главное. Если ты меня любишь, то сегодня ты скажешь мне «да». Мы все знаем, откуда появилась эта пуля и что это значит. Господин Мехмед, вы откажетесь? Мы иногда сталкиваемся с такими угрозами, госпожа Джавиде. Мы с этим знакомы. То, что я должен сделать, пойти в полицию и дать показания. Мехмед, ты тоже знаешь, что из этого ничего не выйдет. Госпожа Джавиде, что вы ожидаете от этого дела? У меня есть сын 16 лет. Целует ваши руки. Пусть Аллах защитит. Спасибо. Атэш. Единственная моя цель — защитить его от этого мира. Я вынуждена развестись ради сына. Не хочу получать удары перед его глазами. Мне не нужны деньги. Я не хочу больше того, чего я заслуживаю. Где вы сейчас живете? Мы с сыном переехали в новый дом. Но каждый день дом охраняют люди Хакана. Они следят за мной. Но в целях защиты. Нет никаких угроз. Как господин Хакан позволил вам уйти из дома? Он подумал, что я не открою дело. Подумал, немного погуляюсь и вернусь обратно. Но он неправильно подумал, госпожа Джавиде. Я еду домой, ты тоже приезжай. Нам с тобой нужно поговорить. Когда умер ее муж? Почему ты спрашиваешь? Чтобы узнать, кого мы наняли. Зачем еще? Женщина очень трудолюбивая. Видно, что ей нужна работа. Я спрашиваю про это? Я не спрашивала у нее, когда умер ее муж. У нее даже нет обручального кольца. Если нет больше ничего, я пойду работать. Она не из этих мест. Видно. Что стоишь? За работу, давай!
Давай. Хандан смогла привыкнуть. Привыкла сестра. Послушай-ка, хочу сказать кое-что. Но не знаю, стоит или нет. Что случилось, сестра? Будь осторожна с этим Адилем. Почему? Да вот. Не хочу клеветать, но он задает ненужные вопросы касательно тебя. Понимаешь? Просто знай об этом. Ладно, сестра, спасибо. Если он перейдет границу, я поставлю его на место. Не переживай. Хорошо. Легкой работы. Спасибо. Бириджик, почему ты оставила танцы? Скучно. Но ты так красиво танцевала. Знаю, но я не хочу стать балериной. Почему? У тебя есть талант. Да ты свалишь всех наповал. Ты правда в меня влюблен? То есть, если бы это была Олимпиада, я бы завоевал золотую медаль. Настолько. Кажется, ты единственный человек, который знает обо мне все. Меня интересует не то, что я знаю. Мне интересно то, что ты мне не показала. Интересно, какой человек стоит за этим макияжем. Интересно та Бириджик, которая прячет себя от людей. Настоящая Бириджик. Ясемин? К добру ли? Всю первую помощь компании оставили тебе? Нет. Эйлюль поранила руку из-за этого. Ясемин, ты знаешь, твоя мама заплатила за учебу брата и сестры. Если вы скажете, что мне не нужно здесь работать, я пойму. Наоборот, работай здесь сколько хочешь. Но при условии, что ты будешь получать за свой труд. Я передал в бухгалтерию. Они сделают все необходимое, чтобы ты знала. Большое спасибо, господин Мехмед. Мне нужна была эта работа. Помимо пожара, теперь хотят продать дом, так что есть обстоятельства. И мама не справится одна. Где новая работа твоей мамы, Ясемин? Я не сказала папе, что ты здесь. Подумала, не захочешь, чтобы он увидел тебя в таком состоянии. Хорошо, подумала. Иначе он мог бы открыть дело на Ферита о возмещении ущерба. Положи это. Пусть не опухнет. Правда, извини меня. Я тоже не поняла, почему он так поступил. Обычно он так себя не ведет, он не такой. Я тоже не понял, почему он так разозлился. Просто поужинали? Ферит был прав в этом вопросе, Чинар. Я не должна была остаться. Если бы он сделал так же, я бы тоже обиделась. Ты... Постой. Какие у тебя красивые пальцы, я первый раз заметила. Пальцы? Я постоянно хочу дать себе пощечину, чтобы понять, что это не сон. Нет, не надо. Никаких пощечин. Рука тяжелая, ты знаешь. Ты оставь это. Что ты делаешь? В то время, когда не следишь за мной. Что я делаю? Смотрю, ты здесь. Прискакал. Как заяц? Это кто? Парень? Нет, какой парень? Он мой кузен. Нянчишься с ним, что ли? Отведи в парк, пусть немного на качелях покатается. Мама заставила, не смогла отказать. Мне надоело. Пойдем в другое место, повеселимся. Можно, можно.
Давай пойдем. Проблем не будет, кузен? Нет, вы скачите. Надо скакать, конечно. Размещать осколки в детском парке. Это еще что? Я что, чудовище? Легкие деньги, но не настолько. Зять, нам надо поговорить. Пойдем поедим чего-нибудь. Клянусь, голова не работает. Там поговорим. Поговорим наедине, зять. Фифи, выйди. Хорошо, мастер. Деньги, которые ты дал. Ты об этом переживаешь? О, Аллах, сынок, ладно, пусть будет на здоровье. Мы теперь считаемся отцом и сыном. Будем о долгах говорить, что ли? Меня обманули, зять. Потерял целую сумму денег. Деньги потерял? А мне что делать? Я собака, что ли? Что делать? Буду по запаху вынюхивать? Я нашел сумку, зять. Вынюхивать тебе не надо. Ты отправил мне видео, верно? Я как дурак переписывался с тобой, да? Больше человека не нашлось, Эмель Карахан. Женщина, как ты, может заполучить любого мужчину. Почему он? Джеляль был моим старым другом. Он знал обо мне все, и я знала о нем все. Показалось легким, думаю. Мы этого не планировали, честно говоря. Так получилось. Так получилось? Как легко ты это говоришь. Так получилось. А тетя Хандан? О ней не думала? О детях? Не я дала слово верности Хандан Ферит. Об этом должен был думать Джеляль. Если он переживал, зачем? Как ты можешь быть такой хладнокровной? В голове не укладывается. Я не проявляю эмпатию к тем, кто так со мной поступает. Ты не берешь ответственность. Ты начала все пережитое, не понимаешь? Все случилось из-за твоего предательства, ты ведь в курсе? Я не говорю, что невинна, Ферит. Говорю, что это не может быть платой за мою вину. Я хочу, чтобы ты исправила то, что сделала. Как это будет? Сегодня пойдем просить Есемин. Сынок, ты что, с ума сошел? Ради Аллаха, положи на место, поговорим по-человечески. Ты мне так спокойно дал деньги, потому что они в итоге вернулись бы тебе. Ты что, сумасшедший? Ты с ума сошел? Ты не в себе? Про какие деньги ты говоришь? Какая сумма? Ты знаешь, сколько таких сумок в Стамбуле? Ладно, мы хулиганы, да, но не настолько, чтобы обманывать собственного племянника. Покажи мне видео, дай телефон. Не начинай мне про телефон. Сумасшедший? Хочешь, воткни. Если хоть как-то буду сопротивляться, я подлец. Меня жизнь ранила, что будет, если еще ты? Воткни! Сынок, я тебя понимаю. Я тебя вижу. Ты хочешь найти человека, который сбил твоего отца. Хочешь наказать его, я понимаю. Это нелегко. Ты похоронил храброго отца. Душа болит. Смотри, еще и хулиганы окружили тебя. И еще деньги потерял.
Рюзгар, знаешь, что тебе надо сделать? Надо вырасти. Надо работать. Надо зарабатывать деньги. На состояние матери посмотри. А с чем возишься ты, ради Аллаха, Рюзгар? Не делай так. Оставь это, лев мой. Прошу, повзрослей уже. Стань мужчиной. Иди сюда. Иди, родной. Идем. Если ты немного стыдишься за содеянное, если хочешь завоевать мое уважение вновь, ты сделаешь это. Есимин в курсе об этом? Да. Да. Хандан ни за что не согласится на такое. А Есимин не слушается маму. Эта девушка не такая, как ты. Ты ради любимой девушки отправишь маму на дно ада. Она не такая. Эта девушка не пойдет против матери ради тебя. Есимин любит меня. Любит, конечно. Но не так беспрекословно, как ты. Если мы сегодня вечером пойдем туда, ты опозоришься, смотри. Доверься опыту своей мамы и откажись от этого. Меня не волнует твой опыт, Эмель Карахан. Я доверяю любимой женщине. Если сделаю то, что ты хочешь, если мы вместе пойдем просить Есимин, наши отношения наладятся? Я не смогу простить то, что ты сделала. Но хотя бы немного могу забыть. Может быть. Большего сделать не могу. Приду с одним условием. Ты меня снова будешь мамой называть. Договорились. Мама. Печенье с яблоком от тети Рабии. Рюзгар, ты очень везучий, потому что будешь их есть. Знай это. На здоровье, дети. Большое спасибо. Спасибо, тетя Рабия. Давай, давай, пей. Это твоя мама, когда пришла к нам, что она хотела сказать? Потом сказала что-нибудь? Твой рассказ оставил всех без слов. Еще и пожар. Потом никто и не вспомнил. Я много думал о том, что ты рассказала. Хотел поговорить, но... Подумала, что я не захочу говорить, конечно. Постеснялся. Не хотел утомлять тебя. Ну, мне надо было избавиться от сомнений по поводу отца, поэтому рассказала Рюзгар. Но давай не будем говорить на эту тему больше, хорошо? Где-то лет 50. Тогда я сменю тему. Что ж, Насколько ты доверяешь Эфе, Дога? больше всех. А что случилось? Сумка с деньгами, которую мы потеряли, нашлась в заведении моего зятя. Потом я увидел Эфе, выходящего оттуда. Мой зять и Эфе знакомы. Я ручаюсь за Эфе. Но если это тебя успокоит, я позвоню Эфе. Завтра в школу придет и поговорим вместе. Хорошо. Завтра снова смена. Этот бессовестный увеличил. Ну и пусть, сестра. На самом деле я довольна. Заработаем больше денег. Это так, конечно. Человеку хочется вечером прийти домой, вытянуть ноги и отдохнуть. На автобус? Да. А я на метро. Давай, увидимся завтра. Увидимся, сестра. Здравствуйте, госпожа Хандан. Здравствуйте, господин Мехмед. Вы, наверное, по совпадению здесь? Нет, я жду вас.
Если у вас есть время, хочу немного поговорить. Я собиралась домой. Много времени не займу. В чем дело? Об этом не поговорить на ходу. Хорошо. Прошу. Вы не думали открыть новое дело, госпожа Хандан? Сейчас так лучше, господин Мехмед. Вот бы вы не торопились так возвращать мне деньги. Собрали бы деньги для новой работы. Господин Мехмед, давайте не будем говорить об одном и том же. Это место не подходит вам, госпожа. Почему? Почему? Чем люди, работающие там, хуже меня? Вы неправильно поняли, я не в этом смысле говорю. Вы не простой рабочий, вы творец. В этом смысле. Поняла. Вы до сих пор не перешли к теме, господин Мехмед. Я передал Эмель Карахан, что мы не будем с ней работать. Не очень обрадовалась, наверное. Не думаю, что сильно счастлива. Она опаснее, чем вы думаете. То есть, советую не недооценивать ее. Ясемин? Вместе с сыном Эмель Карахан. Я такое слышал. Мне показалось странным, что Ясемин с сыном женщины, которую вы так ненавидите. Я не понял, как вы позволили такое. Господин Мехмед, вы приехали в ателье, чтобы поговорить об этом? Если это так, зря приехали. Потому что это все, что я могу сказать про Эмель Карахан. Больше ничего. Нет, не об этом. С вами я хотел поговорить о другом. Ваш дом выставят на продажу. Ясемин так сказала. Да. Вы предупредили меня ранее. Говорили. Я этого ожидала. Позвольте вам помочь. Пожалуйста. Мне очень тяжело не сделать этого, хотя могу. Я не сомневаюсь в ваших благих намерениях. Я в курсе, что вы хотите помочь, но... Вам надо выйти уже из роли спасателя, господин Мехмед. Вы спасатель. Благодаря вашему сыну моя дочь начала держаться за жизнь. Она теперь улыбается, социализируется. Вы не сможете понять, как это важно для меня. Пожалуйста, не отталкивайте. Не отказывайте мне. Пожалуйста, примите мою дружбу. Лифи! Идем, лев мой. На соседней улице есть магазин электроники. Да, мастер. Иди туда, скажешь, что мастер отправил. Пусть даст тебе один диктофон. Но смотри, пусть хорошим будет. Чтобы включить утром и работал до вечера. Чтобы не было такого, села батарейка, сломался или еще что. Чтобы вокруг все было слышно и хорошо записывал. Хорошо, мастер. Этого хватит. Понял, мастер. Давай быстрее. Рюзгар, садись, братик, нужно поговорить. Что случилось? Кажется, они решили рассказать нам, что продают дом. Что? Что? Какая продажа? Почему я не знаю об этом? Ты откуда знаешь, Дафна? Банк выставил дом на продажу.
Я слышала ваш с сестрой разговор. Не отрицай, мама. Молодец. Если нет ничего точного, я сегодня виделась с господином Мехметом. Он этим займется. Опять этот мужчина. Бабушка, он ведь адвокат. Кто еще должен таким заниматься? Как будто других адвокатов нет. Ты и так продала машину. Теперь дом? Что с нами будет, мама? Как это ты продала машину? Делай, что тебе вздумается. Браво. Просто браво. Бабушка, хватит! Пожалуйста, перестань уже ругаться с нами. Каждый вечер одно и то же. Что? Извини, бабушка. Вечером семья Ферита придет просить моей руки. Что? Ты теперь здесь будешь жить? Но если ты не против. Против. Но это ведь не мой дом, не так ли? Я вот подумал, может, нам в честь такого события устроить вечеринку? Я считаю, самая ужасная идея в мире. И это говорит человек, который каждый день в школе слышит идеи Эко. Кто такой Эко? Твой друг со школы? Да. Ты посмотри, папа. Наша неприветливая девочка популярна в школе. Мне теперь каждый день придется слушать издевки этой вредины. Ты привыкнешь. Папа. Ясемин, о чем ты? Шутишь, дочка? Откуда взялась эта глупость? Почему глупость? Очень даже благое дело. Да, конечно, у нас сейчас горе, немного рано, но это лучше, чем давать народу повод для обсуждений. Звони сейчас же. Скажи, мама против. Пусть не приходит. Поняла, Ясемин? Пусть не приходит попусту. Мама, я сказала, что они могут прийти. А я говорю, что не могут, Ясемин. О, Всевышний. Наконец, хорошая новость. Если у вас будет такой зять, как Ферит, то никакие проблемы не страшны. Бедность уходит, приходит достаток. Эти банки еще увидят. Позвони Фериту. Отмени. Хорошо придумала Эмель. Хорошо. Этот парень просто так ходит к нам в дом. Совсем некрасиво. Ясемин, дочка, у кого ты спросила, что позвала их? Я разве позволила? Разве ты посоветовалась? Можно так? Кто услышит, подумает, ее дочка сбежала с бедняком. Мама, прошу. Это не ты забеременела в 19 и вышла за моего сына-студента? Мама, не вмешивайся, прошу. Ясемин, позвони Фериту и отмени все. Извини, мама, но я не могу. Тогда я позвоню. Ответь же, Ферит, где ты? Мне жаль, тетя Хандан, но мы вынуждены. Поверить не могу. Я столько всего объясняла. Это было впустую, как он может так делать? Не верится. Ты задержалась? Это не слишком? Ну что ты? Не каждый день иду просить невестку, не так ли? Если ты сделаешь что-то, что мне не понравится... Это не я буду делать то, что не нравится тебе. Но если все же хочешь испытать себя, то пойдем и посмотрим. Я говорю серьезно, ты знаешь. Если ты что-то сделаешь, больше не увидишь моего лица. Выбор за тобой. Идем.
Идем. Мертвые правда остаются мертвыми. Посмотри на нас. Смотри, не неси бред. Не порть настроение сестре. Конечно, настроение нам сегодня очень нужно, не так ли? Когда ты перестанешь так делать, Рюзгар? А что я делаю? Ты больше всех скучаешь по папе, да? И любил больше всего ты. И страдаешь больше всех ты. Ясно? Мы поняли. Хватит. Какие красавицы. Идемте, поцелую вас. Ты так будешь людей встречать? Да, мама. Мне никто не звонил и не предупреждал. Разве так просит девушку? Даже слишком для них. Как будто они идут воевать с тобой. Вместо радости она капризничает. Я открою, Ясемин. Не надо было так шикарно одеваться ради нас. Что вы? Все-таки мы каждый день такое проживаем. Мама, не смей. Не забывай мои слова, никакой ругани. Извини. Ферит меня отругал. Этим вечером буду послушной девочкой. Я был вынужден, тетя Хандан. Знаешь, на минуту я испугалась, что не впустишь нас, Хандан. Я доверяла тебе, Ферит. Жаль. Доброго вечера. Доброго вечера. Мой тетя на Жмие. Добро пожаловать. Спасибо. Зять, ты выбрал очень красивый букет. Не обижайтесь, тетя на Жмие. Какие обиды, дочка, о чем ты? Какие красивые. Ты очень красивая. Ты тоже очень красивый. Сестра Эмель, ты шикарно выглядишь. Я обожаю твой стиль. Большое спасибо, дай посмотрю. Ты тоже шикарна. Скажи, когда хочешь, пойдем вместе на шопинг. Но не смей говорить маме. Ревновать будет. Дафна, я сегодня вечером наказана, не буду много говорить. Твой зять за мной следит. Поэтому потом поболтаем. Давайте, чего вы стоите? Присаживайтесь. Не знаю, тетя на Жмие. Никто ведь даже не предложил нам сесть. Ну, прошу вас, сядем, давайте. Пройдемте. Вот так. Прошу вас. Прошу вас. Спасибо. Бабушка на Жмие. Благослови тебя, Всевышний, сынок. Итак, Потуши, это дом сгорит. девочка, не глупи. Я что, даже не могу порадовать жену фруктами? Магазин свояченицы не так сгорел? Ясно, как оно сгорело. Аллах, Аллах. Как? Расскажи же. Смотри, если что-то знаешь и не говоришь мне, я очень обижусь, Щуко. Между мужем и женой не должно быть секретов. Конечно, дьяволица Эмель сделала. Кто же еще? Ой, да оставь ты эти сказки, умоляю. У самой госпожи Эмель больше дел нет, кроме как поджигать магазин твоей сестры. Ох, Яшар, с кем я вообще разговариваю? Не ты ли тот, кто шантажем выманивал деньги у свояка? Девочка, он заслужил. Заслужил! Ты знаешь, мы обсуждали это. Когда увидел его и госпожу Эмель, у меня кровь в голову ударила. Я сделал это, чтобы проучить его. Клянусь, не ради денег, а чтобы он за ум взялся. Хорошо, Яшар, хорошо.
Сестра, не позволяй маме шить тебе свадебное платье, хорошо? Есть шикарные бренды. Я тебе покажу, выберем платье, которое месяц будут обсуждать. Спасибо, дорогая, сейчас вся проблема в платье, так? Спасибо. Я как раз говорила сестре, чтобы она не смела покупать у других платья. Мама сошьет самое красивое. Какая ты везучая сестра. И богатая, и красивая. И любит тебя, как сумасшедший. Что еще нужно, не так ли? Дэфне, ты выйди. Сестра, не забывай про соль, хорошо? Соль очень важна, не жалей ее. Мамочка. Я знаю, ты переживаешь за меня, но... Я очень люблю Ферита. И он меня очень любит. Ты знаешь, это и так бы случилось. Если ты делаешь это из-за нашего положения, это неправильно. Нет, конечно, мама. Смотри, я не Дэфне. Я не смотрю на Ферита, как на принца на белом коне. Я твоя дочка, не забывай, хорошо? Ладно, дочка. Стой, осторожно неси. Хорошо. Что ты делаешь, Дэфне? Оставь. Если правда любит, как говорит, то молча все выпьет. Если на тебя оставить, все потеряно, сестра. Щуко, Что? спрошу кое-что. Этот адвокат еще появляется? Откуда это вдруг взялось? С тобой правда не поговоришь. Я переживаю за свояченицу. Нельзя, что ли? Я не доверяю тебе, Яшар. Ты на ровном месте такое не спросишь. Как не стыдно, Щуко. Как не стыдно. Ты что такое говоришь? Сколько лет мы в браке? Мы прекрасно живем. Что тебе не нравится? Я плохо поступал, плохо относился к тебе? Изменял, что сделал? Мы и про Джилели так думали, и смотри, что вышло. Ты меня сравнила с этим врагом народа? Ай, ладно, как знаешь. Я не доверяю этому адвокату. Скажу сразу. Потом не говори, что я не предупреждал. А кто тебе доверяет, Яшар? Кто тебе верит? Он не доверяет адвокату, видите ли. Все слова. Мы посеяли семя, а завтра, если повезет, соберем урожай. Что такое? Папа, папа! Отойди от окон! Подальше от окон! Сюда! Спрячьтесь! Что происходит, папа? Хорошо, дочка, не бойся. Папа, кто это? Не знаю, я все проверю и вернусь. Не отходи от Доги. Что Папа, происходит? Нет. Сейчас вернусь. Будь осторожен, папа! Идем, Дога, идем. Хайдар, ты не выходи. Я не оставлю вас, господин Мехмед. Ух ты, Есемин, так много пены. Это ты сделала или кофемашина? Я сделала, сестра Эмиль. Сестра, очень много времени заняло то, чтобы ты называла меня сестрой. Надеюсь, мамой поскорее назовешь. Убери это, Дэфне. Разве сейчас время для этого? Я запечатляю момент, бабушка. Дэфне, мама права, убери это. Фотографируй, красавица. Счастливыми моментами нужно делиться. Счастье увеличивается, когда ты им делишься. Итак, исходя из того, что мы выпили наш кофе, больше нет смысла тянуть.
Хандан, дорогая. Мой сын Ферит увидел твою дочь Ясемин, и она ему понравилась. Точно так же, как когда-то Джиляль увидел тебя, и ты ему понравилась. Но почему ты грустишь, Хандан? Я считала тебя человеком, который разбирается в любви. Может, не будем отходить от главной темы? Хорошо, хорошо, сынок. Не будем, но в такой счастливый день для дочери даже не улыбнуться. И ладно мы, но перед Ясемин стыдно, поэтому так сказала. Мама. Ну ладно. Что ж, с позволения Аллаха и словами пророка, я прошу вашу дочь Ясемин своему сыну Фериту. Не буду скрывать от вас то, что знает Аллах. Я считаю этот брак неподходящим сейчас. Думаю, Ферит слишком торопится. То есть у всего есть свой порядок и правила. Нельзя приходить просить дочь, не сообщив маме. Я не даю разрешения. Я даю разрешение, будучи ее бабушкой. Вот бы и мой Джиляль был здесь с нами. Но судьба такова. Перестаньте называть это судьбой. Моего папу убили, это убийство. Рюзгар, сейчас не время для этого. Как я поняла, мама оставляет на тебя принятие решения, Ясемин. То есть мы все ждем твоего решения, дочка. На самом деле, когда вы сказали, что придете вечером просить моей руки, то я сказала, не приходите, еще рано. Но Ферит был очень уверен и сказал, если я действительно его люблю, то скажу «да». Я очень люблю Ферита. Очень люблю. То есть я хочу. Я хочу выйти за него замуж и построить семью. Но я не смогу сделать это, зная, что расстрою маму. Пока она чувствует тебя так, я не могу сказать «да», пойдя против нее. Ферит, я очень люблю тебя. Я правда очень люблю тебя, но не могу поступить так с мамой.
Я тоже считаю, следует подождать. Легкой работы. Спасибо, господин Мехмед. Смотрите в оба, хорошо? Вот только пусть вас утром не видят ребята. Пусть целый день будут у вас на виду. Не переживайте, господин. Следите за ними, не показывая себя. Понятно? Хорошо, господин. Легкой работы. Спасибо. Дочка? Госпожа Рабия передала. Поможет заснуть. Нет новостей о выстрелах. Папа, у тебя проблемы? Разве может быть такое? То есть, это же не связано с нами. В городе полно хулиганов. К сожалению, пьяные празднуют с помощью оружия. Если с тобой что-то случится, то я... Иди-ка сюда. Моя прекрасная, со мной ничего не случится. Просто глупое происшествие. Ты уверен, папа? Моя прекрасная. Иди сюда. Прекрасная дочка. Ты не расстраивайся. Никому не позволю тебя расстроить. Ты доверяй своему папе. Спокойно, спокойно. Тетя Хандан вниз, тетя Хандан наверх. Вот так. Ты же видел, да? Видел, что сделали тебе люди, ради которых ты отвесу бросил свою маму на дне ада? Я показала величие. Пошла в дом людей, которые хотели убить меня. И только посмотри, как они к нам отнеслись. Но я предупреждала. Не так ли? Я видела, что с нами произойдет, и я сказала тебе, но не смогла объяснить. Ну вот, что произошло в итоге? Они поиздевались над тобой, смотря прямо в глаза. Я думаю, что ты хотя бы наконец увидел, какие они люди. Увидел их настоящие лица. Эта ночь помогла хотя бы в этом вопросе. Ясемин. В какой-то момент я правда чуть не умерла от страха, думая, что ответишь «да». На самом деле я всем сердцем хотела сказать «да, мама». Я так люблю Ферита. Хочу за него замуж, но... На твоей печали я не могла построить свое счастье. Не смогла. Моя прекрасная дочка, это и было правильнее всего. И Ферит тоже со временем поймет это. Он был очень обижен. Ты не видела его расстроенный вид? Видела. Конечно, он расстроился. Но, в конце концов, то, что он делал, неправильно. Разве можно было так делать, поставив перед фактом? И сестра Эмэль очень обиделась. И что нам делать? Пусть обижается. Вместо того, чтобы я расстроилась, пусть она обижается. Сегодня вечером я еще раз была горда тобой, знаешь? Клянусь. То есть... Я знаю, что то, что ты сделала, было непросто. И знаю, что твое сердце разбито. Но поверь мне, то, что начинается неправильно, будет иметь хороший конец.
Я решила не возвращаться на родину. Но, конечно, я не оставлю детей в твоих руках. Если хочешь, оставайся, конечно, мама. И дети обрадуются. Дети-то обрадуются. Обрадуются, но ты не обрадуешься. В любом случае, ты ведь не захочешь, чтобы над тобой кто-то был. Прошу тебя, мама. Я сейчас опаздываю на работу. Давай эту неприятную беседу проведем в другое время. Доброе утро. Наверное, нет смысла спрашивать, хорошо ли ты спал. Давай иди сюда, позавтракаем. Я приготовила то, что ты очень любишь. Ферит, прошлой ночью тебя не я унизила. Прошу, не срывай на меня свой гнев. И на половине пути я тоже тебя не оставила. Перестань делать вид, будто ты не рада этому. Ты и так с самого начала не хотела, чтобы я женился на Есимин. Тогда хотя бы стой за тем, что чувствуешь. Не делай вид, что ты расстроена. Я могу у тебя кое-что спросить, Чинар? Можешь сегодня отвезти Догу в школу, а потом забрать? Ситуация серьезная или просто ты ведешь себя настороженно? Особых проблем нет, но есть польза в том, чтобы вести себя настороженно. Я очень рад, что ты остался. Ты принял правильное решение. Но не смей спорить с Догой по поводу самоубийства матери, хорошо? Оставь при себе свои мысли на эту тему. Прошу тебя, не пугай девочку. Перед тобой не ребенок, папа. Я знаю, о чем говорить с Догой, а о чем нет. Не переживай. В этом вопросе нет шуток. Раз мы теперь живем под одной крышей, мы должны быть внимательны со всем, что говорим, хорошо? Хорошо. Давай, увидимся. Ты не ответил на мои сообщения. Ты вчера вечером сказала все, что должна была, Есимин. Ферит, прошу, попробуй понять меня. Я всех должен понимать, да, Есимин? Твою мать, мою мать, тебя? А я? Меня кто поймет? Ферит, что происходит? Мы год проживали эти отношения, не сказав никому. Что это за паника? Уверена, ты скрываешь что-то от меня. Что это?
Я боюсь тебя потерять, Есемин. Человек, который боится потерять любимого, так себя ведет. Мне что, оставаться между тобой и мамой? Зачем ты так делаешь? Все просто на самом деле. Но ты не видишь, любимая. Ты с нами плохо поступаешь. Давай немного останемся одни, Ферит. Мы уже начали отдаляться. Позвони мне, когда решишь вести себя как Ферит, которого я знала. Когда решишь рассказать, что бы ты ни скрывал. Прощай. Что делаешь? К свояченице идешь? Какие-то проблемы, Яшар? Какие могут быть проблемы? Просто спрашиваю. Я иду к ней на работу. Хоть увижу ее, а то неспокойно как-то. Хорошо, собирайся, я отвезу. Не мучайся в автобусе. Да и покажем себя. Пусть знают, что женщина не одна. Не подведи меня. Поймай большую рыбку. Что это за звук? Откуда? С другой стороны, кажется. Что такое? Был шум. Ну, был. Это библиотека. К работе возвращайся. Проклятье. Что такое? Кто-то пользуется этим кабинетом, кроме него? Нет, никому нельзя туда заходить. Он всегда закрывает дверь, когда выходит. Что он там скрывает? Чего? О чем ты думаешь? Не нравится он мне, сестра. А кому он нравится? Озвучено студией Алиса Дерелиш. Добрый день. Что такое? Что хочешь? Я хотел встретиться с Хаканом Кая. Аллах, Аллах. Ты кто? Я адвокат Мехмет Муслоглу. Это моя карточка. Я адвокат госпожи Джавидан. Мне нужно встретиться с ним. Подожди здесь. Удивлена, что ты захотел со мной встретиться.
Почему не пришел в офис? Я хотел поговорить о Ясемин. При чем здесь она? Она моя девушка. Ты серьезно? Да. Ты посмотри на Эмель. Она мне ничего не сказала. Ты знаешь, что мама полна тайн? Смотри, Ясемин для меня очень важна. Поддерживай ее. Не унижай. Помоги ей, хорошо? Знала бы раньше, не отправляла бы ее за кофе. Теперь мне стыдно. Ты не переживай. Ясемин теперь под моим крылом. Пусть это останется между нами. Хорошо. Когда мы поговорим о маме? Никогда. Ага, вот так просто. Не о чем говорить, Дога. Наша мама убила себя, я уехал за границу, 6 лет мы были раздельно, теперь вместе. Вот и все. Кажется, зря я злилась на отца все это время. По-моему, тоже. Он ничего не знал о смерти матери. Но ты знаешь что? Именно поэтому ты избежал за границу. Браво, Дога. Ты нашла на кого нападать? Но я не буду с тобой играть в эту игру. Хороших занятий. Хорошо. Выйди. Подними руки. Машина останется здесь. Пойдешь со мной. Молодец. Ты размяк рядом с матерью. Уже хорошо. Что мать говорит? Когда возвращается? Сказала что-то? Ты сказал, что соскучился. Я приехал, папа. Но вопросы, связанные с мамой, задавай ей. Что мне еще сделать, сынок? Я позволил вам жить в отдельном доме, чтобы угодить твоей матери. Чтобы она собралась с мыслями и успокоилась. Что мне еще сделать? Твои люди следили за нами 24 часа в сутки. Совсем не похоже, что мы живем в отдельном доме. Сынок, твоя мать сошла с ума и придумывает новые правила. Мне из-за этого отказаться от вашей защиты? Поговори с ней. Пусть она откажется от развода. Иначе она меня сведет с ума. Мама хочет развестись, потому что ты сошел с ума, папа. Сынок, сколько раз я извинился. Было всего один раз, больше не повторится. Разве я подниму руку на мать перед тобой? Проблема не в том, что ты поднимешь руку на маму передо мной, а в том, что ты поднял ее. Адвокат пришел. Иди. Хорошо, дядя. Сынок, смотри. Я не хочу быть отцом только по выходным. Матери это скажи. Твое место рядом со мной, здесь, этот дом. Пусть она не затягивает с этой глупостью. Хорошо? Доброго дня. Добро пожаловать. Значит, это ты тот смелый адвокат?
Стой, что ты делаешь? Что за место? Дай посмотреть. Адель Арсенай Текстиль. Свояченица нашла работу в самом худшем месте. Что это такое? Она же машину продала. Как она вообще сюда доезжает? Ах, Аллах, такая хорошая работа пропала. Так жалко, что магазин сгорел. Бери. Ты подожди, я скоро вернусь. Щуко, я вижу, ты злишься. Но скажи своей сестре, что я совсем не доверяю адвокату. Он ненадежный человек. Как же много ты разговариваешь. Как много вопросов задаешь. Не понимаю тебя. Алло? Я спрошу у тебя кое-что. Твоя сестра работала в ателье Адели Арсеная? Сестра Эйтан? Сколько у тебя сестер есть? Я про нее. А что ты будешь с этим делать? На ум пришла. Я отвезу девочку за покупками, чтобы ты знала. Я отвезу ее в школу. Оттуда поеду на работу. Ладно. Я тоже хотела поговорить с папой. Почему ты отключила? Он тебя сегодня за покупками отвезет. Там поговоришь. Хорошо? Такое совпадение, а? Я пришел сюда не как адвокат госпожи Джавидан, а как отец 2 детей. Меня не пугают ваши угрозы. Я получал очень много угроз, мне на них все равно. Если это ты вчера стрелял по моему дому, то дела изменятся. Это перестанет быть просто делом, а станет отличным делом, потому что ты поставил под угрозу моих детей. То есть ты говоришь, что семья важнее всего. Так? Именно так. Тогда почему пытаешься разрушить мою семью, адвокат? Человек каждый день делает выбор. И у каждого выбора есть последствия, адвокат. Это неизменно. Ты сделал выбор, и у этого выбора будут последствия. Понимаешь, о чем я? Как ты видишь, я пришел сюда один, чтобы показать, что я не боюсь тебя. У меня нет к тебе личной неприязни. Всего лишь моя работа. Ты знаешь, где я бываю. Если хочешь, приходи. Выпьем кофе и поговорим. Но не вмешивай мою семью и детей в это дело. Хорошо? Выпьем твой кофе. Очевидно, мы с тобой еще часто будем встречаться. То есть, будем встречаться, пока ты не поумнеешь. Давай, адвокат. Пойдем. Твоя сестра пришла. Тюркан или как там ее зовут? Шукран, что-то случилось, потому что она мне не позвонила? Мне-то откуда знать? Ладно. Где она ждет? Господин Адиль, идите впереди, покажите мне место. Здесь не кафе. Пусть гости постоянно не приходят. Мы тут работаем. Хорошо.
Случилось что-то, сестра? Нет, ничего. Добро пожаловать. Спасибо, дорогая. Значит, ты здесь работаешь? Да, сестра, здесь работаю. То есть, пока что. Пока не найду работу получше. Ты не расстраивайся. Как не расстраиваться, Хандан? Почему не позвонила перед тем, как прийти? Будто если бы позвонила, ты бы не позволила прийти. Захотела увидеть, как ты. Как я могу быть, дорогая? Зарабатываю честным трудом. Не могу же сидеть сложа руки из-за того, что у меня сгорел магазин. Да и мне надо работать, ты же знаешь. Верно, ты тоже права. Какое выражение лица было у Эмель, когда Есимин отказала? Расскажи мне еще раз с самого начала. Мне не хватило разговора по телефону. Поскольку вы привели меня в Дом знаний и мудрости, думаю, ситуация серьезная, друзья. Ты знаешь Яшара Демира? Знаю. Но не люблю его. Почему? Он бесполезный человек. Тогда почему с ним видишься? Не вижусь, а работаю. Это разные вещи. А ты откуда знаешь Яшара? Он мой зять. Человек, отправивший мне видео, может быть Яшар. Видел у него нашу оранжевую сумку. Нашу оранжевую сумку? Или другую похожую оранжевую сумку? Вот. Я об этом, но он не слушает. Не может понять. В этом проблема. Ты скажи, Рюзгар, твой зять может снять видео в день аварии, отправить тебе галстук отца и попросить у тебя денег? Твой зять настолько подлый человек. Но сумка — просто совпадение, Рюзгар. Вот и все. Плохое совпадение. Хорошо? Приумножите ваши знания. Спасибо, давай увидимся. Все, Рюзгар, пойдем. Хандан, этот Яшар со вчерашней ночи твердит. Пусть своя шеница будет осторожна с этим адвокатом, пусть не доверяет. С чего это вдруг взялось? Хандан, я подозреваю, что Яшар знает, что господин Мехмед сбил Джаляля. И он что-то проворачивает. Нет, сестра, при чем здесь это? Откуда ему знать? Честно, не знаю, от него можно что угодно ожидать. Ты тоже будь осторожна с этим, сестра. Этот человек не говорит ничего просто так. У него точно есть проблема. Поняла. Сестра, мне сейчас надо вернуться к работе. Может, поговорим позже? Хорошо, дорогая. Хорошо. Ладно. Идем. Все наладится, Хандан. Наладится, сестренка. Знаю, сестра. Хандан, дома ведь нет проблем? Нет, слава Аллаху. Хорошо. Тогда почему твоя сестра пришла, не сообщив? Переживала. Мы просто немного привязаны друг к другу. Прекрасно. Сестра — это совсем другое. У тебя может быть много подруг, но они никогда сестру не заменят. Верно. Снова бумагу задевает. Который раз за неделю? Хочешь, помогу? А ты разбираешься в таких принтерах? Посмотрим. У этих моделей временами путаются мысли. У кого из нас временами не путаются мысли? Попробуй теперь. Работает. Ты недавно устроился? Думаю, мы не виделись ранее. Нет, не виделись. Если бы виделись, я бы тебя не забыл. Эй, Люль, госпожа суда зовет тебя. Так, хорошо. Рада знакомству. Увидимся. Увидимся? Да, увидимся. Эй, Люль, хорошая девушка. Не нужно разбивать ей сердце из-за того, что тебе хочется развлечься на пару дней. Пусть Ферит не слышит твои комментарии. Потом еще подумает, что ревнуешь меня. Упаси Аллах. Болтун.
Эко, что у тебя с лицом, друг? Сияешь, как самая яркая звезда на небе. Рюзгар, Рюзгар, даже если скажу, не поймешь, дружище. Это любовь! Извиняюсь, сильно извиняюсь. Смотри под ноги, дурак. Прости, прости. Слава Аллаху за то, что позволил мне прожить этот типичный момент. Спасибо! Оставь, оставь. Все, не трогай. Не трогай, оставь. Девушка отлично справляется с ролью. Проживает эту роль, парень! Какая роль, друг? О чем ты говоришь? И колье надела. Она тоже меня любит. О, Аллах тоже любит! Позор этим ученым, правда. Они отправляют ракеты на Марс, но никак не могут найти вакцину микроба под названием «Безответная любовь». Посмотри, в каком состоянии оказался молоденький парень. Безответная любовь? Безответная любовь, да? Я просто смеюсь с твоих слов, подруга. Просто смеюсь. После школы никуда не пропадайте. Мы идем в боулинг. Я не могу, у меня не осталось денег. Я про деньги спрашивал? Это халявный боулинг, счет на мне. Извини, а что мы празднуем? А вот это ты узнаешь, когда мы пойдем туда. Что будешь делать дома? Схожу в туалет и сразу уйду. Значит, ты здесь работаешь? Да, здесь работаю, сестра, но временно, пока не найду работу получше. Яшар, парень, ты великий человек. Клянусь, великий человек. Это место сдают в аренду. Если да, то дела плохи. Кто знает, сколько стоит аренда этого места? Да, Илдерем? Яшар, замолчи. Помолчу, но без разговоров время совсем не проходит. Только посмотри, мы уже 3 дня идем. Никак не доберемся. Благодарю. Подожди снаружи, Елдырым. Мы недолго. Если тебе не сложно, может и мне кофе заказать? И еще шоколадку какую-нибудь. У меня сахар в крови упал. У меня много работы. Ты сказал, это важно, не тяни. Да, такая ситуация, госпожа Эмель. Я совсем не люблю хвалить себя, правда? Но клянусь, со вчерашней ночи использовал все свое стратегическое мышление. Ты очень затягиваешь, Яшар. Покороче. Хорошо. Тогда... С чего это вдруг взялось? Честно, не знаю. Хандан, я подозреваю, что этот Яшар знает, что господин Мехмед сбил Джеляля и что-то проворачивает. Нет, сестра, откуда ему знать? Она и вправду знает. Невероятно. Вы меня смущаете, правда? Я неплох, верно, но невероятно, это слегка перебор. Выйди. Я же кофе заказал. Пусть придет, я выпью и побегу. Выйди, я сказала. Елдырым тебе заплатит. Конечно. Хорошего дня. Хандан, я подозреваю, что этот Яшар знает, что господин Мехмед сбил Джеляля и что-то проворачивает. Нет, сестра, откуда ему знать? Откуда ты знаешь этого парня? Это он сын господина Мехмеда, Чинар. Да ладно. А я почему его не видела раньше? Не знаю, он живет в Риме или где-то там. Недавно приехал. Теперь будет здесь? Не знаю, Илюль.
Поговорим, если не занята. Я занята. Я имел в виду Эйлюль. Не занята, конечно. Увидимся. В чем его проблема? Он позвал меня на ужин вечером. Он своими руками приготовит, разве не круто? Сказал он, парт-тайм-шеф. Готовит лишь тогда, когда хочет, а кому хочет. Я очень взволнована, смотри, у меня мурашки. Очень вкусно получилось. Здоровья твоим рукам. На здоровье. Теперь понятно, как ты за фигурой следишь. Сельдерей и все такое. Да нет, строение тела такое. Следует мне только на кухню заглянуть, сразу набираю 2 килограмма. Вот так-то. Улыбайся. Тебе очень идет улыбка. Спрошу кое-что. Я все думаю о кабинете господина Айдиля. Где от него ключи? Тихо ты. У стен есть уши. Прости, Мехмед, пришла, не сообщив. Но плохие вести всегда такие, сам знаешь. Как правило, приходят без ведома. Думаю, кофе выпьем перед разговором или после него. Интересно, чего вы снова добиваетесь, госпожа Эмель? Я нашла то, чего добивалась. Мехмед. Я пришла сюда просто поделиться этим. Разве не это делает человека человеком? Делиться. Знаю, это старые технологии. Но экран компьютера больше, чем экран телефона. Не жди, пожалуйста, можешь сразу включить и посмотреть. Старые технологии, да. Немного занимает время. Еще и это купил мне. Посмотри на это. Мне что, 5 лет? Идиот. Еще и так обрадовался, когда увидел, что я надела, Дафна. Береджик. Может, тебе не стоит возиться с этим парнем? Он просто наивный. Тогда пусть знает меру своей наивности, Дафна. Разве можно всюду ходить и болтать, что влюблен в Береджик? Нет, кто он вообще такой? Неужто человек настолько не знает свой уровень? Что за отсутствие личной жизни? Извращенец или как? Но я преподам ему хороший урок. Пусть ждет. Что будешь делать? У меня есть идеальный план. Смотри, когда мы с ним встретимся, сниму видео. Точнее, ты снимешь. Тайно. Потом это видео. Вы начало этого видео видели наверняка. Да. Часть, где Джейляль совершает самоубийство. Но это было скучно, я обрезала. Так более драматично. Более интригующе. Разве нет? Что ты хочешь от меня?
Мне кое-что интересно. Хандан, зная, что ты убил ее мужа, тебя с детьми, как позволяет видеться, как разрешает? Ох, Ясемин, мы как раз говорили о тебе. Господин Мехмед, вам нужно подписать. Присоединяйся к нам. Пожалуйста, садись. Садись, Ясемин. Яшар! Ты что, совсем дурак? Зачем хранишь сумку? Выкинь, сожги, сделай что-нибудь. Что случилось? Дело и до тебя дошло, да? Рюзгар и тебя допрашивал? Не играй со мной, Яшар. Сынок, ты не играй со мной. Знаешь, что вчера он на меня нож направил? Чуть не убил меня тут. В этом парне сидит вулкан, готовый ко взрыву, я так тебе скажу. Когда он узнает об убийстве отца, его никто не удержит. Услышал? Пойдет и убьет отца девочки, которую ты так любишь, как сестру. Поэтому не дави на меня, не напрягай и не доводи. Предугадаешь? Резко запаникую, всю правду случайно выскажу. Разве предугадаешь? Я говорила Мехмету, как ты важна для меня. Смущаешь, сестра Эмиль. Ясемин, память это ее покойного отца нам, Мехмед. За кровь Джеляля не отомстили. Мы не смогли найти того, кто стал причиной его смерти, к сожалению. Но хотя бы позаботиться о его детях – наша обязанность. Ты так не думаешь? Держи, Ясемин. С вашего позволения, Ясемин, я вовсе не зла на тебя за вчерашний вечер, знай это. Ты поступила верно, дочка. Хорошего дня. Неземная красавица, не сглазить бы. О правде касаемо отца не знает, конечно. Говорят, невежество – счастье. Кажется, это правда. Я не тот, с кем ты можешь играть. На твоем месте, не получив вестей от меня, я бы не стала звонить Хандану, беспокоить ее. Я считаю, что мы можем решить это дело между собой. Кстати, диск можешь оставить у себя, если хочешь. У меня много копий. Включай, Диля. Как ты взяла, сестра? Я не только долму хорошо делаю. Мои руки везде дотянутся. Прикроешь на 5 минут, сестра? Прикрою, конечно. Но очень осторожно. Адиль ненадежный. Давай быстро.
Где Хандан? Пошла в туалет. Как дело доходит до отлынивания от работы, вы все друг другу конкуренты. Скоро придет. Как придет, скажи, завтра смена. Хорошо, передам. Что ты здесь ищешь? Айтен сказала, в туалет пошла. Да, правда, я отправилась. Похоже, от съеденного. Ладно, возвращайся к работе. Разве это не твой брат, Дога? Дога? У тебя и брат есть? Он человек как баклан. Ныряет и пропадает обычно. Поэтому не сказать, что есть. Дэфна? Кто этот красавец? Брат Доги. Я только один раз видела. По сравнению с Догой, слишком приятный парень. Мы пойдем в боулинг. Отличная идея. Я давненько уже не играл. Я сказала, мы пойдем. Ты не идешь. Извини, Дога, но есть четкое указание папы. Тебя надо отвозить в школу и забирать из нее. А я исполняю приказ. Ладно, хорошо тогда. Ты будешь вдали от нас и не будешь беспокоить. Ясно? Договорились. Как дела, Рюзгар? Спасибо, брат, хорошо. А ты, наверное, известный Эко? Не буду скромничать по этому поводу, брат Доги. Это я известный, верно? Хорошо, пошлите тогда. Я на переднем. Нет. Отпусти. Я скажу вам то, что должен сказать. Потому что сойду с ума, если не скажу. Что случилось, друг? Ты справку получил? Отвертелся от наказания? Что случилось, Эко? Я, то есть этот прекрасный человек, ваш дорогой Эко, наконец-то добился своей цели. Мы встречаемся с Бириджик. Тебе в голову мяч попал? Минутку, постой, постой. И температуры нет. Друг, она взяла меня за руку. Сказала, Эко, какие у тебя красивые пальцы. Парень, она меня в щеку поцеловала, в щеку. Представляете? До губ расстояние в 3 пальца. 3 пальца! Сердце не выдержит этого, друг. Сердце не выдержит! Что за наезд был сегодня тогда? Пока что мы приняли решение не говорить всем об отношениях. Народ еще не готов к этой новости. Потихоньку с подготовкой сообщим. И? Вы не обрадовались? Скажите что-нибудь. Обрадовались, дорогой, не глупи, парень. Поздравляю. Так, мое почтение. Слушаю, сынок. Алло, папа? Мы пришли с Дого и ее друзьями в боулинг. Решил сообщить, чтобы ты не переживал. И еще, папа. Дога реально выглядит счастливой. Ты хорошо поработал, пока меня не было.
Госпожа Суде в кабинете? В кабинете, господин Мехмед. Ты рассказала Эмель Карахан что-то по поводу Доги? Что происходит, Мехмед? Что за вид? Эта женщина знает что-то по поводу мамы Доги? Спрашиваю в последний раз. Нет, не знает. Да и зачем мне такое говорить, Эмель? Что такое, ты с ума сошел? Да, сошел. Это твоя подруга свела меня с ума. Предупреждать больше не буду. Если Эмель придет ко мне с информацией о Дуге, за это заплатишь ты. Сейчас ты расскажешь мне о ней всю правду. Всю. Сейчас же. Можно я сяду к тебе на шею, папа? Смысл моей жизни. Садись, конечно. Вот так. Мне побежать? Итак, молодежь, смотрите, как заниматься этим видом спорта. Смотрите внимательно, хорошо? На тебя будем смотреть. Ух ты! Было очень хорошо. Дружище, он на Дугу смотрит? Который? Вот этот. Он реально девочку цепляет. Друг, мы еще не умерли, пошли. Не глупите, сядьте сюда. Токсичные мальчики. Дога, ты не вмешивайся. Это дело чести. Это закон дикой природы, подруга. Большие едят маленьких. Едят. Эко. Едят. Эко. Едят. Эко! Сейчас же выходи из заумного состояния. Не злите меня. Мы здесь, чтобы повеселиться, ясно? Нет, нет. Друг правильно говорит. Он смотрит на тебя как бык. Не глупите, ничего он не смотрит. Давайте. Не смотрит. Давай, Эко, твоя очередь. Я не играю. Эко, давай. Ладно, играю. Щуко, Иду. иди забери у меня это. Что это, Яшар? Девочка, я ходил за покупками. Немного денег заработал, дела хорошо идут. Я тебе подарки купил, девочка. Что еще надо? Приятель, есть проблема? Какая проблема? 2 часа выпучив глаза, смотришь на девочку. Я не хотел беспокоить. Смотри, смотри, посмотри на дело Аллаха. Сразу дал заднюю, такой правильный. Ты целый час смотришь на нашу сестру. Что с этим будет, а, львенок? Нашу сестру? Друг, я так сказал, потому что так более впечатлительно. Извините, если побеспокоил. Впредь буду внимательнее. Посмотри, посмотри. Я могу посмотреть в глаза человека и понять, сколько в нем литров крови. Львенок, понял? Понял меня? Господин Атеш, есть проблема? Нет, нет, нет. Мы просто общались с друзьями. Не так ли, друзья? Кажется, прошло какое-то недопонимание. Это мы с другом в школе в театре играем. И здесь тоже решили сыграть импровизационную сцену. Мы поэтому так сделали. Не так ли, друг, да? Театр — искусство, которое людьми объясняет людям о людях. Если я потревожил вашу сестру, то не обижайтесь. В следующий раз буду внимательнее. Тогда хорошо, потом увидимся. То есть это... По поводу встречи я просто к слову сказал. Да и зачем нам встречаться? Не так ли, друг? Можно не встречаться. Вы можете проходить. Друзья, не избивали бы настолько парня. Посмотрите, в каком состоянии он теперь. Точно больница возьмет справку об обоих, настолько вы его избили. Нет, нет, все равно это был поучительный момент. Например, я только что узнал, каково это, когда голос человека падает вниз. Пусть не повторится, Эко. Знаете что? Он точно из мафии, точно. Итак, молодцы. Что я пропустил? Крестный отец. Ты пропустил крестного отца, у которого оценка 9,4.
Атэш, пойдем, сынок. Пойдем, мама. Мам, послушай, по-твоему, мне не пришло время менять школу? Откуда это взялось? Ваша игра закончилась? Закончилась, Поехали да? домой. Давай шагай, потом поговорим. Что это, Яшар? Я когда-нибудь надевала такое? Ну так надень. Купил, потому что думал, тебе понравится. Смотри, какое оно красивое, переливающееся, светящееся, ну не знаю, шуршащее. Где ты взял деньги? Поработал мозгами. У того, кто не терпит и работает мозгами, всегда есть деньги. Что это, Яшар? Аллах, Аллах, я пакеты перепутал, что ли? А кому ты это купил, если говоришь, перепутал пакеты? Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Чего? Аллах, Аллах. Что ты говоришь? У нас разве ребенок есть? Вынуждаешь меня говорить о плохих вещах. Видимо, в магазине перепутали. Аллах, Аллах. Раньше для меня ни один мужчина не организовывал ужин. Разве это не очень романтично? Ну, как по мне, ты все равно не придавай такой смысл ужину, Эйлюль. Не говори так. Сейчас ради другого никто даже руку не поднимает. Люди не видят ничего дальше своего носа, потому что весь день в приложениях. Пожелай мне удачи, чтобы эта ночь прошла хорошо. Не переживай, все пройдет очень хорошо. Не напрягайся. Ты только будь собой, этого достаточно. Да и ты самая позитивная девушка, которую я знаю. Я так взволнована. Потрогай пульс. Он очень быстро бьется. Разве мы не должны были там встретиться? Подумал, можем поехать вместе? Благодарю. Давайте как-нибудь все вместе сходим. Что скажете? В смысле все вместе? Возьмем с нами Эфирита, жениха Ясемин. Чинар, хватит уже. Перестань говорить о Ферите. Пойми, что тебе говорят. Ты ничего не воспринимаешь всерьез, и мы не обязаны вести себя так же, как ты. Это была обычная шутка. Тогда не шути. Между вами произошло что-то, о чем я не знаю? Да я не понял. Но у меня никаких проблем нет. Ну давайте, пусть останется в прошлом. Давайте, мы и этот день пережили. Всем пока. Хандан, есть проблема? Есть сестра. Очень много проблем, но хотя бы от одной я сегодня ночью избавлюсь.
Мой глаз! Мой глаз! Хандан? Что такое, Хандан? Что случилось? Хандан, куда ты? Хандан, что случилось? Мой глаз! Ты ослепила меня! Я тебя уничтожу! Мой глаз! Мой глаз! Молчи, животное! Люди здесь ради 3 копеек работают до утра. Насильник. Отныне он ни за кем присматривать не будет. Хандан, Хандан, это дело этим не закончится. Полиция вмешается, будь готова. Мой глаз! Мой глаз! Мой глаз! Алло, господин Мехмед, я сделала кое-что ужасное. Господин Мехмед, поверьте, вы первым мне пришли на ум, поэтому позвонила вам, но... Не за что. Я рад, что вы позвонили. По правде, этот мужчина заслуживает то, что я сделала. То есть я не жалею о том, что сделала. Не поймите неправильно. Госпожа Хандан, я в курсе. Но человеку потом приходит в голову, то есть мне сейчас. Я получу наказание? Если получу, то что будут делать дети? Что я буду делать? Госпожа Хандан, давайте будем спокойными. Я не позволю, чтобы с вами что-то случилось. Да и думаю, что мерзавец не сможет пойти в полицию. Если пойдет, то ему надо будет рассказывать о всех грязных делах. Верно. К тому же, вы эту иглу воткнули не в глаз мужчины, а воткнули в дырку в стене. По случайному совпадению глаз этого мерзавца был именно там. Делать нечего, это просто совпадение. Да. Но все же, откуда я могу знать? Это совпадение. День моего рождения? И по этой причине я это сделала. То есть пришла. Для тебя это не слишком простая ложь? Что ты ищешь в моем ноутбуке? Почему мама совершила самоубийство? Я не знаю. Да ты врешь. Можешь выйти из моей комнаты? Ты что-нибудь знаешь? Поэтому ты уехал. Дога, выйди из комнаты. И что ты думала? Что причина самоубийства мамы записана в моем ноутбуке? Пожалуйста, выйди. Кто сжег ваш магазин, госпожа Хандан? Вы говорили, что знаете, кто его сжег? Я знаю. Эмель Карахан? А почему эта женщина возится с вами? Господин Мехмед, я не могу вам рассказать об этом. Но вы вынуждены. Не настаивайте, пожалуйста, я правда не могу. Да и если я не буду знать правду, то не смогу помочь. Но здесь нет темы, которая касалась бы вас. Ладно, а вы боитесь? Я не боюсь никого, кроме Аллаха, господин Мехмед. Если это так, то в чем проблема? Пожалуйста, расскажите. Чем больше информации я буду о ней знать, тем легче мне будет справляться с ней. Я никого не боюсь. Мне просто стыдно. Я понял. Не стоит стыдиться передо мной. Когда бы вы не были готовы, я готов вас выслушать. Хорошо? Хорошо. Суда? Эмель, что ты сделала? Ну, я столько всего сделала. О чем именно ты говоришь? Я не понимаю.
Что между тобой и Мехметом? Я должна была предугадать эту тему. Да и какие у тебя могут быть проблемы, кроме Мехмета? Эмель, хватит. Не все является игрой. Почему он сегодня пришел и спросил, что я знаю, и не знаю ли я его дочери? Чем ты так свела с ума этого мужчину? Интересно, а что ты такого знаешь о его дочери? Что Мехмет так побоялся, что я об этом узнаю? А сюда. Я отправил тебе адрес магазина. Найди все камеры в округе. Посмотри записи и найди того, кто устроил пожар. Хорошо? Раз ты хочешь поиграть, значит, поиграем, Эмель. Смотри. Мехмет самый важный человек в моей жизни. Ты лучше всех это знаешь. Если ты его ранишь, я тоже тебя раню и расскажу ему все, что я знаю о Ферите. Держу в курсе. Суда, ты не можешь так со мной говорить в моем же доме. Знай свое место. Веди себя правильно. А если не можешь, тогда уходи. Эмель, что ты хочешь от Мехмета? Суда, предупреждаю, приди в себя. Просто разозлилась на то, что он не хочет с тобой работать? Не может быть такая дурацкая причина. Что ты хочешь от Мехмета? Сюда смотри. Я не тот человек, которого ты можешь отчитывать. Если ты моя подруга, то веди себя как подруга. Если нет, то скажи, и я буду относиться к тебе как к врагу. Но после не плачь. Предупреждаю. Что происходит? Значит, еще одна подруга увидела твое настоящее лицо. Сюда. Постой немного. Сюда. Куда ты идешь? Стой. Что с тобой? Это не та Эмель, которую я знаю, Ферит. Что с ней случилось? Никто не знает эту Эмель. И мне дай Ризгар. Спасибо, сынок. Садись, немного поговорим. Ты же не будешь меня ругать? Нет. Я не буду ругать тебя. В этот раз по-другому. Я попрошу у тебя совета. Ты попросишь у меня совета? Да. Ты же мужчина в этом доме. Все говорят так, будто женщины не могут ничего одни. Будто бы мужчины не виноваты в их проблемах. У тебя очень странный способ просить совета. Верно. Ризгар. То, что сказала Дефне, правда. Мы должны продать дом. Хорошо. Мы переедем в дом поменьше. Я переведусь в госшколу. Буду работать после школы по выходным. Я знаю, сынок, знаю. Мое самое большое богатство — иметь таких детей, как вы. Кроме Дефне. Кроме Дефне. Я знаю, что вы все скучаете по отцу. Но вы все скучаете по-разному. По-разному это проживаете. Поэтому, раз твои сестры по-другому расстраиваются, не думай, что они не расстраиваются вовсе. Мы все нуждаемся в твоей поддержке. Особенно твои сестры. Хорошо, мама. Я буду внимательнее.
Я же мужчина этого дома. Конечно. Ты мужчина этого дома. Ты бы видела, Чинар не просто шеф. Он волшебник. Он украл мой разум вчера. Не преувеличивай, Элиль. А то подумает, ты не ела раньше никогда. Я не преувеличиваю. Он приготовил такие прекрасные вещи для меня. Возился с каждой деталью. Я не могу. Рада, что вечер хорошо прошел. Пойдем, выйдем вместе, повеселимся. Не обижай меня. Ладно, не обещаю, но посмотрим. Не отмахивайся от меня. Я же сказала, посмотрим, Элиль. Здравствуйте, господин Мехмед. Госпожа Хандан, как вы? Хорошо, спасибо. Что мы делаем здесь? У меня никаких дел. А у вас скоро здесь будет. Кто это? Я не поняла. Прошу. Прошу. Эко, я тебе скажу кое-что. Эта девушка тебя свела с ума. Вы не сможете так скрывать свои отношения. Именно так, друг мой. Вам не стыдно подкалывать друг друга? Вчера мы видели, как вы убежали, сверкая пятками. Нет, мы вчера легко отделались. Скажи, ты не видела его руки? Да пальцем он на нас покажи. Хорошо, что не использовали нас вместо шаров. На самом деле твоя голова очень тяжелая. Можно использовать для этого. Нет, я больше не пойду туда. Вдруг мы еще раз с ним встретимся? Нет уж, спасибо. Я люблю жизнь, друг мой. И свою любовь нашел. Не могу рисковать. Нет. Здравствуйте, друзья. Садитесь за свои места. Беги на свое место. Я спас хозяина этого магазина от большой беды. Знаю, здесь много работы, но уверен, вы хорошо обустроите это место в короткие сроки. Господин Мехмед, я не смогу это принять, вы знаете. Я ничего вам не даю, госпожа. Я всего лишь посредник. Но, конечно, по поводу аренды вам помогут. Я знаю, что вы большего не примете. Так лучше для вас и для детей. Вы будете заниматься своим делом и своими детьми. Спасибо, господин Мехмед. Как и сказал, я ничего не сделал, всего лишь посредник. Хотите посмотреть, как выглядит снаружи? Можно. Прошу. Хороших занятий, учитель. Спасибо. Аташкая, наш новый ученик. Хорошо. Легкая работа, учитель. Добро пожаловать, Атэш. Спасибо, учитель. Присаживайся на свободное место. Привет. Он что, за нами следил? Не глупи, друг. Он следил за нами. Я отправила адрес. Бронь на 6 часов. Если раньше придешь, не стесняйся сразу сесть. Нам нужно много о чем поговорить. С нетерпением жду. Мехмед. Ты дашь мне адрес этой женщины, Айтен? Я не знаю и не дам тебе его. Не ври мне, Айтен. Сколько дней эта женщина здесь работает? Откуда мне знать ее адрес? Смотри, я не пошел в полицию, не пожаловался.
Ничего не сделал. И что бы ты сделал? Не играй тут передо мной невинного. Око за око, зуб за зуб. Я сам разберусь со своими счетами. Иди работай. Я ведь не опоздал? Нет, ты как раз вовремя. Заходи. Не нужно так нервничать. Просто я не люблю угрозы. Никто их не любит. Чего ты от меня хочешь? Я хочу немного поболтать, вот и все. Только и всего. После смерти жены ты никогда не хотела жениться? Растить детей одному сложно. Почему не переходишь к главной теме? Люблю мужчин, которые не бросают словно ветер. После этого бокала я поднимусь в наш номер, Мехмед. Ты не спеши, допей тоже. Потом поднимешься в наш номер. Можешь идти в свою комнату, когда захочешь. Не жди впустую, я не приду. Ты не думал о травмах, которые проживают дети Хандан? Подумай немного. Они узнают, что дядя Мехмед, который постоянно был рядом с ним после смерти отца, на самом деле и есть его убийца. Вот так вдруг. И будто этого не хватает. Они узнают, что их мама знала это и скрыла от них. Как эти дети переживут столько травм? А дядя Мехмед? Я даже не говорю про травмы Доги. Она еще не пережила суицид матери. А теперь узнает, что ее папа убийца. И вдруг станет дочкой убийцы. Кто знает, как будут булить девушку в социальных сетях и в школе. Дога и Резгар, два друга, станут заклятыми врагами. Сердце не выдержит такого. Ты прекрасно знаешь, что Джеляль покончил с собой. Почему мужчина, у которого есть счастливая жена и 3 детей, вдруг покончит с собой, Мехмед? Кто в это поверит? Я найду оригинал видео и покажу все твое настоящее лицо. У этого видео нет копии. Не мечтай впустую. Тебе даже нужен не я, только власть. Хочешь, чтобы все было так, как ты говоришь? Браво, Мехмед, ты быстро меня разгадал. Если сеанс психологии закончен, я пойду в наш номер, а ты не задерживайся, пожалуйста. Не жди впустую. Я не приду. Придешь, потому что у тебя синдром спасателя. Потому что Хандан и ее дети очень важны для тебя. Это и есть твое слабое место. Поэтому непременно ты придешь.
Я знала, что ты придешь. Мехмед. Озвучено студией Алиса Дирилиш.